Только счастливые люди, как я говорю, могут изменить мир. Папа, мне 38 лет скоро исполнится. Я сколько лет мучился, не могли раньше сказать. Мы должны были с вами уже подписать договор, и тут я рожаю, мне говорят, сегодня, наверное. Я говорю, сегодня нельзя. Интервью завершаем, я пошел, налейте мне что-нибудь. Вообще, я вам хочу сказать, что кыргызский народ супер музыкальный. Это феномен. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Сегодня у нас очередное интервью. Я уверен, это интервью будет очень интересное, потому что у нас сегодня гостья очень интересная творческая личность, которой я лично восхищаюсь. Мы вместе и сотрудничали, и сотрудничаем, поэтому Виктория Юртаева, директор общественного фонда «Прима», певица, музыкант, блогер. Иногда? Потому что по ночам. Творческие личности. Я иногда читаю ваши ленты, смотрю некоторые ваши посты. Помню наше первое знакомство. Я тоже его отлично помню. Да, и когда я узнал, что вы тогда были в положении на 8-м, на 9-м месяце. Я уже должна была, на самом деле, типа в тот день рожать. А у меня все никак не рожается и не рожается. Я переносила дочку тогда практически на 4 недели. Но Тенгри Мьюзик — это тоже мое детище, поэтому там как бы надо было все это сочетать. Вот. И я помню, что я прихожу, я просто взлетела на этот ваш 3-й этаж, но я помню, что я никак не могла отдышаться, и помню ваши удивленные глаза, потому что потом мы должны были с вами уже подписать договор, и тут я рожаю, мне говорят, сегодня, наверное. Я говорю, сегодня нельзя, у меня, мол, булак. Уже с таким животом и на 3-й этаж, блин, почему я не спустился, почему мне не сказали, что как бы... Интересно. Нет, мне очень полезно было бегать тогда по этажам. Да? Это очень надо, полезно. это ж надо было как-то спровоцировать, ускорить процесс рода. Да. Ну и хорошо. Фу. Слушайте, я сколько лет мучился, не могли раньше сказать. Нет, честно. Так вы не спрашивали, конечно. Я отпускаю. Все, интервью завершаем. Как-то слушала речь одного очень культурного интеллектуала России, ему очень много лет, я забыл его имя, вот. И он выступал перед Государственной Думой. Михаил Казиник. Если бы наша страна, планируя бюджет, под номером 1 написала бы «культура», то все остальные сферы автоматически поднялись бы на много процентов. 1% добавленный на культуру – это то же самое, что 15% на здравоохранение. Вот я часто говорю, что очень важно образование и добавляется культуру добавляю. Да. Но он говорил, что сначала культура, да, это потом правда. Образование. Вы знаете, просто культура — это какой-то определенный дух. Это такая... это же понятие совершенно эфемерное, потрогать никак нельзя. Непонятно, откуда вот это вот берется. Но она задает определенные эстетические идеалы и новую картину мира. Потому что я знаю очень много образованных людей, которые учатся, но не то это. Вот чего-то не хватает. Вот действительно, мне кажется, что сейчас наша страна вообще, в принципе, находится на пороге, когда слово «нехватка культуры», точнее фраза, она звучит все чаще и чаще, потому что мы видим, каким образом разваливается просто наша какая-то социальная стабильность. И все, что происходит, ведь образованных людей у нас много, а почему-то это, тем не менее, происходит. Дети ходят в школу, да, большинство детей в Кыргызстане учатся в школе, но мы идем куда-то не туда. Потому что у нас очень большой швах с культурой, это очень серьезный вопрос вообще, это, я не знаю, уже я бьюсь во все двери. Сейчас у меня очень большой произошел не то чтобы конфликт, но я совершенно не согласна с политикой Министерства культуры местного, вообще в принципе с государственной политикой в отношении искусства, культуры, высокого искусства, что они просто, мне кажется, не понимают, чем это грозит. Образованные люди — это мало, они должны быть еще вот как-то... Да, религия тоже она свою лепту вносит, но это другое. Это то, что задает идеалы красоты. Мы все-таки, вот понимаете, когда вы видите мир красивым,
у вас и идеи какие-то в голове красивые. Если вот, допустим, человек живет в нездоровом социуме, там насилие, да, вот что-то такое, так он привыкает к этому, и он становится автоматически проводником этого же, и у него нету возможности как-то, вот, то же самое, опять же, я скажу вот про новостную ленту, люди читают, вот же возьмем социальную сеть, вот что человек там видит, он видит ужас, еще ужасней, плохо, ноль вообще позитива. Так откуда браться какой-то картине мира хорошей? Если бы на 10 меня назад откатить, наверное, я бы вообще не заводил бы никакие социальные сети. Я так думаю и все такое. Но с другой стороны, вот то, что вы сказали, люди слишком много читают мусора и превращаются в мусорный бак, слишком много негатива потребляют. Нет, где-то бабуль, мы с вами вольно-невольно. обязаны иметь социальные Да, сети. поэтому, я говорю, поэтому у меня социальная сеть есть, и я стараюсь хоть какой-то позитив, да, и там говорят, почему там постоянно какой-то ты позитивный, радостный такой, там, говорю, а что мне? А что, да, и у нас слишком много мусора, как бы, с одной стороны, конечно, это там много своих моментов, но с другой, наверное, я все-таки обязан это иметь. Я вот в этом году ездила в проект «Жизнь без насилия», я была первый раз в Таласе, в Нарыне, ну и в Каракол мы заезжали, и в Бишкеке проводила. Вот вопреки всеобщему мнению, что ну вот, наш народ ничего не понимает, я работала со студентами, это совсем юные ребята, да, ну не юные уже, но им по 18-17 лет. Так вот я начинала свой вот этот вот рассказ о себе, со слов: давайте вы сейчас как-то отреагируете, похлопаете или там поднимете руку, если услышите знакомое имя, фамилию. Я начинала там Ганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Бетховен, они все это знают. Когда доходишь в финале, я говорила Чайковский, так по залу: щелкунчик, 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 щелкунчик. Это потрясающая вещь, поэтому вот мы сейчас дальше будем в область двигаться, в Нарыне хочу это провести очень. Круто. Смотрите, Виктория, вот какие планы на этот год? Я знаю, был такой сложный 2-3 месяца. У всех у нас был огромный пал. Что в этом Я году вы никогда собираетесь не делать? теряю надежды, я всегда готова. Если откроют границы, я сделаю фестиваль во что бы то ни стало. То есть Я его это сделаю, также потому на что повестке у вас в голове это все есть? он у меня всегда на повестке. То есть да. август месяц мы можем, это, да, обычно? Нет, я думаю, начало сентября. начало сентября. Я сейчас планирую начало сентября. Вообще очень сложно там сейчас достучаться до мэрии. Я жду. Но нет, ну что, я буду это делать, во что бы там мне это ни стало. Социальная дистанция, пожалуйста. Потом есть уже вот ряд устоявшихся партнеров, которые тоже считают это очень важным сделать. Более того, в прошлом году, помните, мы же делали на Иссык-Куле фестиваль. На Иссык-Куле, да, на Иссык-Куле. Вот у нас там были Медведев, Пашинян, наш премьер-министр. Я вам хочу сказать, что Тенгри Мьюзик становится визитной карточкой, потому что это такое вот совершенно привилегированное, это очень нужно нам. Международный фестиваль классической и джазовой музыки Тенгри Мьюзик проходит в Кыргызстане уже почти 7 лет. Мы ежегодно его проводим летом и осенью, проводим его в Бишкеке и на Иссык-Куле. Вот в прошлом году мы сделали первый шаг в сторону Иссык-Куля, получился совершенно замечательный двухдневный фестиваль. Мы, конечно, очень хотим повторить это в этом году, потому что, во-первых, такого фестиваля больше нет в Центральной Азии, он совершенно уникален. Это open air на открытом воздухе, который собирает огромное количество людей не только из Кыргызстана, но и со всего мира. И это не только участники, музыканты нашего фестиваля, но это туристы, это слушатели. И таким образом это огромный вклад в развитие туризма. Как вы себя ощущаете сейчас? Я вам могу сказать про свою жизнь так, что у меня ничего не происходит просто так, у меня все время просто вихрь событий, как на вулкане. Я просто смирилась уже с этим, ничего не бывает просто так. Куда ни выйду, какая-то интересная история, все такое. Сейчас я, в принципе, осталась без работы, у меня нет работы. Но я тут же переформатировалась. Вот. Дело в том, что я всегда себя ощущала очень свободным человеком. Для меня это очень важно, знать, чего я хочу, и делать только то, что мне нравится, потому что из-под палки что-то специально, когда у тебя не выходит. Но вот это вот, конечно, люблю себя, я очень долго к этому шла. Я очень долго шла к этому пониманию, потому что только в таком состоянии я могу творить. Я не могу без творчества. Я не написала ни одной песни за 2 года, и мне от этого очень гадко. Я вот каждый день я иду, и вот я думаю, а что бы там, вот про что? А про любовь? Не, про любовь уже было так, про Новый год было так про что же написать? И вот, в общем, этот процесс, вот когда он у меня есть,
Мне классно. И от этого счастливы мои дети в первую очередь, потому что они видят свободную, устойчивую маму. Хотя я та еще мать, конечно, я же мать. Вот, потому что у меня совершенно неформальный подход к воспитанию детей. Но когда мои дети видят, что их мать успешна, что она свободна, что она не обращает внимания на какие-то мелочи, естественно, это какое-то душевное равновесие, баланс, да, сдержанность, выдержанность. Я думаю, что им просто этой одной картинки хватит для того, чтобы научиться быть счастливыми. Потому что когда меня спрашивают, кем я хочу, чтобы выросли мои дети, я им говорю, мне все равно, кем они будут. Мне важно, чтобы они, вот это ощущение счастья. Это же вот такое достаточно сложное, да, состояние, я вот в себе его культивирую. Вот когда у вас болит зуб, попробуйте себя счастливым чувствовать. Это очень тяжело, но я к этому стремлюсь. И вот когда у меня недавно рос этот зуб мудрости, я вот просто нарочито заставляла себя все равно улыбайся. И вот этот вот позитивный такой настрой, да, который элементами и важными составляющими которого является внутренняя свобода, вот это равновесие, баланс, способность трезво очень мыслить, потому что, естественно, когда вы подвержены каким-то эмоциям, более того, даже сильно позитивным, там, попадаете в эйфорию или в депрессию, вы не можете трезво оценить ситуацию. А я научилась просто ковырять свои мозги сама, а не доверять их какой-то тетеньке или дяденьке. Я с собой разговариваю. Я себе говорю, ну а что, ты облажалась, это реально так. Что ты сейчас будешь искать себе подружку, которая тебя оправдает? Раньше так и было, потому что когда что-нибудь натворишь, и ты обязательно ищешь себе в собеседнике того, кто тебе скажет, да ладно, не переживай. А сейчас наоборот. Мне интересно послушать мнение, кто мне скажет, да, ты идиотка просто, зачем ты это сделала? Ну, опыт, да, такой. И вот когда ты научаешься слышать правду про себя, вот это равновесие, так проще и проще быть счастливым. А ощущение счастья — это категорически необходимая вещь. Это очень важно. Это самое главное, это единственная цель человека — это быть счастливым. Но счастье — это вот у счастья нет условий. Одно условие, да. это ты сам. Да. То есть счастье — это не то состояние, что вот тебе подарили, ты счастлив. Это не счастье, это просто какая-то мелкая радость. Да. Состояние счастья — это совершенно другая история, которую ты только можешь сам сгенерировать. Никакой мотивации, ничего. Либо ты это делаешь, либо ты это не делаешь. Ну, то есть там практики, конечно, всякие есть. Я когда просыпаюсь, я вот просто вот так вот первое дело, что я лыбу натягиваю и лежу так в кровати, улыбаюсь там минуту. Только счастливые люди, как я говорю, могут изменить мир. И да, это то, что да, мы да, это правда. часто говорят, и в принципе я наверное, с этим тоже соглашусь, что нужно с кем-то разговаривать, наставник или с кем-то зеркалить. У вас есть такой человек, с кем вы могли бы вот да, такого мой отец. уровня? Отец, с Мой отцом. папа. То есть вы с ним проговариваете? И ну, он... папа сейчас немножко старше становится, опять же, вот я сейчас не могу просто как бы в общем говорить, потому что вот ситуация с карантином, она нас всех поменяла. Мне пришлось просто вот изо всех сил, там, я не знаю, когда начался просто этот поток, это как силь просто, мне пришлось очень крепко держаться, но в принципе я не знаю, меня, наверное, Вселенная поддерживает. Вот я просто устояла, там случилось очень много всяких событий, как будто вот просто вот, не знаю, рука Вселенной так вот меня взяла, а тебе туда не надо, сказали. Круто. И, в общем, короче, было дело так, что я вижу, что у папы сейчас есть какие-то изменения, он нервничает, что-то с ним происходит. Стараюсь разговаривать, может быть, даже сейчас я там кем-то выступаю в этой ситуации, потому что началось же дикое беспокойство. А вот ты куда? А вот что? А зачем? Я говорю, папа, мне 38 лет скоро исполнится, я живу нормально. Ну, и вот это вот беспокойство, какой-то нервоз, да, его мне может быть. Но вообще, когда вот отец просто гуру мой. Порой бывает так, было несколько случаев, когда мы сидим просто с ним на балконе, разговариваем, кофе пьем, и просто разговариваем ни о чем. И вдруг вот из-за разговора там возникает, вот, и однажды он мне сказал, вот если тебя никто не просит помочь, не лезь туда, не надо вот так вот подходить, ой, да я вам сейчас помогу, не надо бросаться в это. Вот он мне это сказал, вечером тут же я отправилась кому-то там помогать. А на следующий день я вспомнила, он же мне сказал вот просто, ну сказал же, ну что ты туда полезла? И вот отец — это тот человек, которому я могу рассказать абсолютно все. Круто, это на самом деле вот за вот эту мудрость, я такую же мудрость услышал от Нобелевского лауреата, который получил за мир, Мухаммад Юнус. Он мне сказал то же самое, только в других финансовыми терминами. Я специально спонсировал ее приезд в Баку. Ну, по сути, я спросил, вот именно у нас в стране очень любят говорить про финансовую грамоту, нужно там проводить семинары, эти нон-стоп в огромных количествах. И я спросил, вот,
мы там настолько там агрономов, консультантов, нужно ли вот такие финансовые семинары так массово проводить? Он сказал такую вещь, я обалдел. Он сказал, ну мы по-английски общаемся, он говорит, да, говорит, это efficient, но it's efficient, but not cost efficient. То есть это эффективно, может быть, конечно, но это нецелесообразно, неразумно тратить столько ресурсов, потому что вот, идея такая же, если кому-то это реально нужно, кто-то придет к этим, то есть у него есть какой-то голод, потребность, он готов слушать тебя, вот только тогда ты можешь что-то помочь, и тогда будет эффект. А так, которые, просто пришли, это просто потратишь силы, ресурсы, а эффекта не будет. Ну да, здесь, видите, это то же самое у нас фестиваль. Никого насильно мы не заставляем. Более того, мы же разработали, вот с прошлого года мы же сделали фестиваль возле Белого дома. Ой, у Дома правительства мы провели. Что мы сначала на Иссык-Куле сделали, да, а потом на Старую площадь в Бишкеке. И у нас тоже это, опять же, какие-то вселенские там дела. Приехал Московский государственный симфонический оркестр и джазовый биг-бенд, то есть 2 состава из Москвы приехали, потому что наш ивент совпал с Днями культуры Москвы, и они просто позвонили, сказали, у вас крутой ивент, мы к вам уже приезжали, мы хотим обязательно, чтобы у вас там о нас небольшое упоминание. Я говорю, ну хотите, везите нам оркестры. Круто. Что же делать? И вот мы, когда это делали, мы ввели уже систему оплаты. То есть не может это быть все время бесплатно. Не потому что, да, кто-то думает, вот, прикормили нас, а теперь бесплатно. Нет, не лишаем. Пожалуйста, не VIP-территория, вся свободная. Но насильно мил никогда не будешь. Насадить это невозможно. Вот мне часто говорят, вот культуру насильно насаждать. Насильно вообще ничего делать нельзя. Если человек в этом не нуждается, значит, он в этом не нуждается. Он к этому придет. Конечно, есть какие-то хитрости, такие вот там подкинуть информацию, показать, как это красиво, может быть, да, этим мы занимаемся, но вот так вот специально. И вот когда тот случай был с папой, я ведь на следующий день это все поняла, и я вот думаю, и вот сколько раз он мне вот говорит какие-то мудрые вещи, я вот сразу вспоминаешь, вот надо было вот как тогда послушать все-таки, а вот все равно же свой личный опыт, это тоже ведь очень важно, конечно. Потому что если на грабли не понаступаешь, то там... Хорошо, вы больше женщина или профессионал? Профессионал. А кем вы хотите быть, больше женщина или профессионал? Всегда по-разному. Бывает женщина, бывает профессионал. Ну, смотря какие обстоятельства. Во взаимоотношениях с партнером по жизни, там, с мужчиной, что самое главное? Очень важно сохранять вот личное пространство своему партнеру. И вообще воспринимать, я думаю, вот я выросла до того, что я теперь думаю, что вот мужчину любимого нужно воспринимать как партнера. Сесть и на берегу договориться, вот будет так вот и вот так вот, потому что я раньше этого не делала, и что-то не вышло ничего. Да, хочется так раз вернуться с этими мозгами на лет 10-15. Нет, кстати говоря, мне никогда не хотелось вернуться вспять. То есть какие-то моменты исправить, по-другому Я считаю, сделать? я смотрю вперед. Я даже когда на улице вот там что-то забуду, говорю, все, значит, ладно, значит, так нужно. Я никогда не возвращаюсь. То есть... Нет, я вот топлю вперед и все, как Дарт Вейдер. Миром правит? Гармония. Что хотите передать своим дочерям от себя? Быть самостоятельными и счастливыми. Вот этому научить. Остальное все приложится. Ну, образование дать, это понятно все. С кем бы вы хотели пообщаться там, за чашечкой кофе из людей, которые живут на планете Земля? Наверное, это Андрон Кончаловский. Просто вот тенью на пути, рядышком посидеть, послушать. Это мой один из кумиров. Он Карвай. Переберемся так на 10 лет вперед. В какой стране мы живем? Мы живем в стране, в которой есть концертный зал и крутая детская музыкальная профессиональная школа, в которой учатся не только дети из Кыргызстана, но вообще со всего мира. Еще, пожалуйста, я хочу еще что-то услышать. Давайте, что еще? Помечтайте еще немножко. Я миллиардерша. Как вам такой вариант? Ну, я не знаю, я хотела бы жить в стране, где будет поменьше насилия. Я вижу сейчас очень большой потенциал за нашей молодежью. Я просто знаю те поколения, которые после меня, они очень талантливые люди, они родились еще, может быть, в более непростое время. Я вижу просто огромное количество людей. Вот что я вижу? Я вижу богатую музыкальную культуру через 10 лет. Просто опять же, я вот как-то, не знаю, материальные ценности для меня, это я про миллиардершу, может быть, пошутила, а может быть и нет, но материальные ценности для меня имеют там 10-е значение. Мне очень важно, что вокруг меня происходит. Мне очень важно жить в здоровом обществе. И теперь мне очень важно, что будет с моими детьми.
Какую я страну вижу? Я вижу такую страну, в которой я не побоюсь жить со своими детьми. И я бы хотела, конечно, жить в стране, где каждый ребенок сможет заниматься музыкой. То есть вы хотели бы, чтобы у нас в стране появилась музыкальная школа. Когда и как можно ее начинать? Можно начать с малого? Нет. Нет. То есть это нужно начать сразу и стабильно. Нам нужен абсолютно новый формат, нам нужны абсолютно новые методики. Сейчас я веду переговоры с одной американской методикой, ну то есть это настоящая джазовая школа, самая крутая школа на самом деле в мире, это Беркли. Мы возьмем их, попросим их помочь нам, но она не сможет у нас прижиться в том виде, в котором она, допустим, существует там. Нам придется очень гибко рассматривать ее, наблюдать и адаптировать для нашего, допустим, общества, да, и из этого что-то делать, потому что любая система, вот в чем проблема, да, вот нашего государства, вот у них есть система, и она вот как бы как кирпич, вот намертво, а система должна быть гибкая, потому что ветер в любой момент может подуть. Вот доказательство, вот случился ковид, и что? Никто не готов, все в шоке. И пока все в шоке сидели там месяц, уже можно было, мне кажется, за месяц как-то это разрулить. Школа, какой она будет точно профессиональной, точно знаю, что у меня есть очень большое количество друзей, очень много музыкантов, которые с удовольствием приедут к нам сюда, понимая, что это будет стоить недешево. Очень хорошо понимаю, потому что, ну, там не то что заманить, а когда приглашаешь человека, у него должно быть понимание, почему он находится в Кыргызстане. Да. Как бы мы, к сожалению, не столица мира, хотя здесь очень красиво, тем не менее. Да. Я считаю, что это вот как рай на земле, да, тут непонятно, что так плохо в этом раю пока что. Надо прибраться, наверное. Ну вот моя миссия сделать такую школу, и я думаю, что как только это получится, на это не очень много времени нужно, 10 лет, ровно один выпуск. То есть у нас детей заинтересованных и талантливых достаточно много, я правильно понимаю? Желающих заниматься музыкой. То есть сейчас у нас проблема в том, что недостаточно музыкальных школ. Это проблема. Конечно, недостаточно. Мы живем в городе, 1,5 миллиона человек, как бы там типа официальная статистика, а на самом деле побольше. Вот жилмассивы. Чем занимаются дети-то? Вот они сходили в свою школу. Дальше что? Ну, в футбол поиграли. Ну, хорошо, спорт тоже классно, кстати. Ну, что дальше? А рисовать? То есть творческое развитие. Когда возникает вопрос креативной индустрии, это ведь креативная экономика, это вот просто это наше будущее. А с чего ей браться? Откуда эти дети научатся? Музыка на уровне даже слушания, но есть же еще танцы, есть же рисование, и то есть вот эти вот все изящные искусства. Где они? Это надо. Потом непонятно, вот, да, наш оперный театр, вот он существует, он работает фактически в холостую. Значит, даже скандал по этому поводу. Вот, а чего он работает в холостую? А почему вы не договоритесь с Минобразом? Почему они там, не знаю, ну что родителям так сложно по 50, по 100 сомов выделить на своего ребенка? Ну сводите их на этот балет. И пусть там из 800 человек там понравится только 10. Это тоже большое достижение. Ребенок должен это видеть перед глазами. Потому что если берем сейчас медиаформат телевидения, там этого нет. Телеканал «Культура» вряд ли кто-то сам включит. Говорят, да это нам не нужно. Да вы не знаете, что вам нужно. Вы сначала посмотрите, послушайте, а потом уже принимайте решение, причем не за своего ребенка не принимайте решение. Дайте ему возможность увидеть все, а он уже выберет, надо ему это или не надо. Вот это вот мое устойчивое убеждение. И вот мои, значит, детки, они там вовсю так поют, отличный слух, все дела, все нормально. Это очень глупо было бы с моей стороны вот так вот проигнорировать это. Я знаю, очень сложная профессия. Я знаю, выбиваются там вот в топ единицы. Но я должна им помочь получить хорошее образование. А вот что потом они с ним будут делать, это уже их личное дело. Вообще я вам хочу сказать, что кыргызский народ супермузыкальный. Это феномен. Вы способны на сумасшедшие поступки? Скорее нет, чем да, потому что я вроде вот всем кажется, что я такая творческая, а на самом деле у меня там, я сижу и думаю все за и против. Так, значит. Что вы любите больше всего в Кыргызстане? Ой, я все здесь люблю, кроме того, что вот у нас какая-то нестабильность существует, но я люблю людей, я люблю природу, это просто моя родина вообще в принципе, и я люблю здешний климат, не бывает долго жарко, не бывает долго холодно, это рай на земле. Но опять же, слушайте, я была в Таласе, в Нарыне, в Караколе, на Искуле и в Бишкеке, я еще не видела юг. Поэтому я так предвкушаю. Можно мы для вас организуем поездку? Ой, я буду вам благодарна. Окей. Вы любите плов? Обожаю. Самсы? Нет. Шашлык?
Да, Домляма? да. Все, тогда вы едете в Ош? Хорошо. Ну ладно. Представьте, что прямо в этот момент все граждане Кыргызстана именно слышат вас. Что вы им скажете, этим 6,5 миллионов наших граждан? Я им скажу, ребята, не слушайте Стаса Михайлова, слушайте Моцарта, Бетховена, Чайковского и Баха, и будет вам счастье в жизни. Круто, спасибо большое. Это был самый неожиданный ответ, если честно. Поэтому здорово. Спасибо большое за интервью. Было вам очень огромное. весело, и интересно и очень познавательно. Спасибо большое. Tell me how does it feel living that good life? Never ever really have to think twice about who you step on. You'll just pay the breakaway. Send them the bill when you can today. Let's talk about making it where everybody's chasing it. Like their minds are made up, or some would say brainwashed. Pay attention to the chaos, 'cause it's too